Мгм. Ассаламу алейкум. Витаю всех, приветствую всех. Аят Машвовы. Маша Халделия Масарга. Приветствую Сегодня всех наших друзей, кто нас здесь слушает и видит. совершенно верно. Друзья, приветствую всех. Сегодня 20 сентября 2025 года. 19 часов 7 минут по Брюсселю, 20:07 по городу Джахару. У нас сегодня 158-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства ЧРИ. С нами постоянный наш соведущий, мой соведущий Аят Идигов в этой программе, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодняшний наш стрим называется «Контрудар Украины. Россия теряет захваченное». И чеченский час, следующая тема. Передаю, Аят, вам сразу слово. Всем тем, кто смотрит, заботьтесь о вашей безопасности. Добрый вечер, дорогие друзья. Всех, кто нас видит. Наша цель здесь рассказать нашу позицию, посоветоваться между нами. И еще здесь высказать ту ситуацию, которая складывается, как она полезна будет нам в целом, скажем, странам, не являющихся большими странами, как, скажем, G20, ведь в мире очень много стран, более 200 стран, около 200 стран. Поэтому что же делать остальным странам, особенно таким странам, как наши, которые оккупированы, которые находятся под жестким, скажем, таким вот давлением со стороны власти диктаторских режимов. Мы надеемся на то, что будет сохранено современное международное право, согласно которого мы создавали свое государство. Эта линия, она была обозначена еще после Второй мировой войны, и на это ссылаются даже эти большие страны, и говорят все время, вот мы то-то, то-то, мы согласно этой ситуации международного права, свободы слова действуем. Так ли это на самом деле? Вот мы наблюдаем последние годы, да уже не последние годы, последние 30 с лишним лет, а то и больше. Мы видим, что в мире, независимо от этого, происходят такие отклонения от основ международного права, от основ принятых разных принципов, навешивают разные ярлыки на те или иные народы или на те или иные правительства. Но по большому счету, конечно, ситуация такая, что действительно некоторые страны, которые находятся в составе Организации Объединенных Наций, взяли на себя обязательство, что они будут соблюдать права человека, свободу слова и все такое. Оно не соблюдается, конечно. Оно не соблюдается в полной мере, конечно, и в западных странах, которые являются демократическими. То есть это говорит о том, что эти страны западные тоже находятся, скажем, в стадии развития, еще большего развития, для того, чтобы свободно человек мог в этой стране дышать, жить, и не было бы никаких давлений со стороны власти, которая должна ими быть избрана. В последнее время, как мы знаем с вами, даже в этих странах придумывают разного рода методы, способы, чтобы где-то как-то на свою сторону переманить население, граждан. А люди простые, они смотрят, что им выгодно. Они, может быть, и не разбираются в этой большой политике, для чего это делается. И все, что им говорят, они этому верят, и потом от того, как их там, больше им нравится, внешне, не внешне, кто там имеет хороший голос, и какие-то основания по этим мотивам голосуют, и во власти приходят те или иные люди. Вот в Соединенных Штатах Америки, ну и в других странах, возьмите страны
и европейские страны. Здесь тоже мы вот видим, в Венгрии там, или Словакии, или в других некоторых странах появляются некоторые люди во главе с диктаторским уклоном, которые, значит, призывают тому-то и тому-то нарушение свободы, слова, нарушение прав человека и все остальное. Мы видим это. Но то, что сейчас происходит в Украине, это есть продолжение, с нашей точки зрения, это есть продолжение той войны, которая нынешняя Российская Федерация, Россия, которая была создана не согласно международного права, а в нарушении его, в нарушении, значит, принципа свободы, определения своей государственности народов. Они просто захватили эти территории, мы об этом часто говорим. И потом они начали вести, значит, активное действие политическое и информационное, и напали на Чеченскую республику, которая тогда так называлась, в 1991 году, требуя, чтобы мы вошли в состав Российской Федерации России. А мы еще, как и другие 20 автономных республик Советского Союза, в апреле 90-го года были преобразованы этой властью, как и те 15 республик. То есть из 4 республик 11 республик были преобразованы, автономные, были преобразованы в союзные республики в ходе 22 года. До 90-го года их стало 15, а в 90-м году, в апреле, их стало 35 республик. 3 республики Советский Союз Балтийский признал независимым государством. Вот таким образом, после развала Советского Союза, созданные и захваченные территории, вот по ходу развала они взяли процесс развала на себя незаконно. Если говорить с точки зрения Конституции Советского Союза, они незаконно взяли процесс развала на себя, хотя в Конституциях был записан процесс, как это должно было быть. Они захватили эти рычаги управления и сразу, я говорю, части, скажем, РСФСР. Они сразу после этого начали ущемлять свободу слова, ущемлять эти народы, которые были в составе их республик, их территорий. И практически те лидеры, так называемые лидеры, которых назначили, коммунистические лидеры, которые еще в Советском Союзе были, между собой подписали этот федеративный, так называемый договор 31 марта 1992 года и объявили эту Российскую Федерацию Россию. То есть незаконно с точки зрения международного права, с точки зрения логики, с точки зрения возможности определения своей, значит, пути развития этим народом, они препятствовали и захватили. Чеченская республика тогда, как и другие республики, которые Высший Совет Союза, сделала все для того, чтобы мы с точки зрения международного права создали свое государство по всем правилам. Так вот, они в 1992 году создали свое государство, а в 1993 году, уже в декабре, в октябре-декабре, они уже совершили уже еще один государственный очередной переворот, захватили власть и незаконно приняли Конституцию. Незаконными путем приняли, путем опроса населения. И в эту свою Конституцию писали Чеченскую республику часть России. Это как раз дало им обоснование после этого сказать, что территория Чеченской республики является частью России и так называемой, значит, контртеррористической операции в России на территории Чечни. Так они называли свой поход. То есть не войну, а на самом-то деле, которые они это делали, это было с самого назначения, это была акция по возвращению этих территорий, потому что власть России тогда не могла, Ельцин не мог стать вместо Горбачева открыто в Советский Союз. Потом они решили разойтись, чтобы затем сойтись. Вот эта работа сейчас продолжается и продолжается после нападения нас 5 раз. Мы потеряли столько людей, четверть своего населения, детей. И они убивали, весь мир молчал.
И мы думали, что же происходит. Ведь современное международное право, мы были неправы, можно сказать, так? Мы не понимали, можно сказать. Да, мы понимали, но другого пути-то не было. Другого пути объявления своих государств не было. И в рамках этого, значит, международного права мы строго действуя приняли свое государство и создали его. Теперь говорят, вот выступают и сегодня, и вчера, там выступают разные российские деятели, то ли этот Козырев, то ли это Захарова, то ли еще там еще другие, то ли еще где-то. Все утверждают, ругают, что это было неправда, что этого не было, что это были террористы, бандиты и все такое. Но если мы были террористами, бандитами, наш народ был незаконно, действовал тогда, но обоснуйте это, а обосновать у них ничего нет. То есть у нас есть все обоснования, чтобы вот выложить, и мы выкладываем это, что мы создали свое государство в рамках современного международного права. Теперь, когда поднимается вопрос о том, что необходимо решать вопросы, здесь на Западе есть вот выехавшие оттуда так называемые либеральные демократы, которые из России выехали, тоже они хотят, значит, Путина сменить на его место, как бы сесть. На самом деле это не так. Это, по-моему, агентура, которая заслана Кремлем в основном. Конечно, среди них есть и те, которые искренне в это верят, я думаю. А в целом это всем управляют из Кремля. Получается так. Мы знаем это потому, что те люди, которые из нашего, сказать, Чеченской республики Ичкерии, которые были во власти тогда, которые потом приехали сюда, мы знаем по их действиям, потому что они вместе вот этой работой занимаются. То есть мы знаем, что именно они не могут быть друзьями. Мы не можем быть друзьями с предателем нашего народа, с предателем нашей Конституции, отступником. Так мы это понимаем, и поэтому сейчас, когда видим борьбу украинского народа против агрессии своей страны, мы видим, что именно борьба, именно победа украинского народа даст нам возможность вздохнуть и пойти дальше. Если мы не сможем, и Украина, и остальные народы, которые есть, скажем, на постсоветском пространстве, сегодня не сможет помочь Украине, по мне, если сказать, все эти государства, все эти страны, сегодня даже постсоветское пространство и остальные должны помочь Украине сегодня изгнать этого агрессора с территории Украины. Если мы это не сделаем, то есть тогда мы становимся в плоскости того, что позволяем или разрешаем в будущем развиться России, и чтобы она пошла дальше воевать против этих стран, которые сегодня молчат, типа такого «моя хата с краю», они молчат, а если они молчат, пожалуйста, значит, завтра они придут к вам. Придут и на Южный Кавказ, они хотя есть, и придут и в другие бывшие территории Советского Союза, я имею в виду Среднюю Азию, и придут и дальше, и дальше. Они сейчас, видите, даже в Польшу кидают свои эти дроны, пробуют, что будет и как. Поэтому вот мне кажется, что вот это вот отношение к этому вопросу должно быть очень-очень внимательно нами наблюдаться и делать все, чтобы для того, чтобы не допустить победы в этой войне Кремля, империи. Кто помогает империи? Мы видим после вот этой Шанхайской конференции, кто помогает? Китай, Северная Корея, Иран, еще некоторые государства, в том числе и Индия, которые так или иначе способствуют тому, чтобы в кошельке у Кремля были деньги. Они покупают у них нефть, металл, покупают газ, хотя запрещено им это, есть санкции, хотя это это не моральная сторона, это антиморальное действие, убивает людей в Украине, они вот молчат. Мы думаем о том, когда видели, что против нашего государства воевала Россия, и столько людей убивало, мы возмущались. Как же так вот? Весь мир должен помогать. Сегодня, оказывается, мы не до конца понимали,
Оказывается, этим остальному Западу и другим странам остального мира нет никакого дела до нас, получается. Так что же это за международные организации, стоят такие вопросы. Что же это ООН, что это за Совет Европы, Европарламент, ОБСЕ, все мы это смотрим. Это просто ширмы или формальные такие вот организации международные, которые сегодня ведут работу в этом направлении. Но в руках у них практически нет никакой власти, и они ничего не могут сделать. Получается так. И потому что мы видим это на примере, как они после напали на Грузию, потом они напали в 2014 году на Украину, и сегодня они ведут эту войну, ведут, и снова война идет. Теперь мы видим последнее, вчера вот президент Трамп был в Великобритании, встречался с королем Великобритании, потом встречался с премьер-министром, там давал он интервью, они рассказывали, и они подписали какой-то там очень важный договор с их сторон. То есть они подписали договор об экономическом сотрудничестве, о политическом сотрудничестве и военном, как говорится, сотрудничестве. Хотя они есть и члены НАТО, в то же время они вот укрепили вот этот свой союз, и между ними будут, в общем, туда вот будут оперировать такая сумма, как 250 миллиардов фунтов стерлингов. Правда, Трамп назвал 350 миллиардов долларов. Может быть, так это и было, если перевести деньги. В общем, вот такая ситуация развивается, и мы сейчас здесь должны думать, как же быть, как организовать. Вот наша задача сейчас в информационном плане. Все наши люди в информационном, с правовой точки зрения вести борьбу против вот этой агрессии, которую сегодня Кремль вот так раскручивает. Что я хотел бы еще сказать, несколько слов. Вот какая идет пропаганда со стороны, скажем, Кремля. Кремль изображает все, что происходит здесь, скажем, в Украине, изображает именно на 180 градусов обратной стороны. Вот пример такой. Они бросают, мы знаем, с вами знаем, мы видим это воочию, мы слышим это, а они изображают это, что якобы вот эти все дома взрывают сами украинцы. Они заранее говорят, там объявляют, что вот мы там собираемся делать, посмотрите сейчас, украинцы, они сейчас, мы там должны какую-то операцию сделать, они свои дома взрывают, своих людей убивают, а потом на нас вешают, мол, ярлыки. И в России это верит, понимаете, это верит. И получается, что там население, которое обмануто таким образом. Я помню, почему это я считаю так еще дополнительно. Потому что когда они на нас вот так нападали, кидали бомбы и все такое, у нас не было никакой там, скажем, ни ракет, ни самолетов, ничего. Они на нас, вот чеченцев, на Чеченскую республику говорили, что все, что там происходит, все это взрывы, которые там были, это, мол, работа именно этих властей и этих боевиков, так называемых, которые сами все это взрывают и все эти ярлыки вешают, мол, на русские войска. Вот так они говорили даже против нас. А здесь-то они тем более будут говорить. То есть вот такая идет пропаганда. И мы должны это знать и должны вот здесь как-то вот объединиться для того, чтобы помочь украинскому народу, и параллельно это значит помогаем сами себе. Вот на этом я сейчас завершу. Если будут вопросы, будем по этим вопросам отвечать и говорить, Аслан. Спасибо, Аят. Аят, наша тема сегодняшняя называется «Контрудар Украины», поэтому я хотел бы новость по этому поводу озвучить. На Deutsche Welle на русском сообщает, украинские войска перешли в контратаку в районе города Доброполье и в районе Покровска в Донецкой области. В результате около 330 километров квадратных территории страны вернулась под контроль законных властей. А более 170 квадратных километров полностью зачищены от врага, сообщил Владимир Зеленский на встрече с журналистами.
Президент Украины подчеркнул, что это направление стратегически особо важно для российских войск. Мы понимаем, что именно туда они сейчас будут перебрасывать личный состав, чтобы сохранить позиции. Они постоянно подтягивают силы, потому что там главным образом проходило их наступление, Добропольское, Покровское направление. И сейчас они подтянули туда 61-ю бригаду морской пехоты, понимая, что теряют большое количество своих военных, цитирует Зеленского Укринформ. Не просто говорить об успехе, если мы защищаемся, но я считаю, что это успех вооруженных сил Украины, подытожил Зеленский. Многие страны в Европе поддерживают, деньги посылают, постоянно просят и Трампа, чтобы он поддерживал, и, так сказать, не отстранялся от поддержки Украины. Как вы считаете, фронт Украины, он выдержит вот эти все натиски, которые на него выходят? И что будет, если, например, не выдержит, например? Ну, как сказать, выдержит, не выдержит, но, по крайней мере, у украинского народа есть, сила духа, и они понимают, что они защищают свою родину, свою страну от агрессора, который хочет их превратить в рабов, отнять у них язык, отнять их традиции, отнять их состояние, в котором они сегодня как государство были образованы еще почти за 1000 лет вперед, чем это Российская Федерация, Россия, собственно. И то, что мы видим, на самом деле ситуация по-разному комментируется разными политиками и разными там людьми, которые в этом деле посвящены. Многие говорят, что ситуация очень тяжелая. Да, мы видим, что очень тяжелая ситуация. Мы понимаем это все. И Трамп, вот выступая здесь в Лондоне вчера, говорил, что они будут делать все возможное, чтобы помочь Украине, что они будут посылать им разную информацию, разное вооружение. Он говорил о том, что они не отказываются, что он не доверяет теперь Путину, что Путин его подвел. Вот мы на это надеемся, что именно Запад, именно Америка, западные страны организуются и активно будут в этом вопросе помогать. Но вот удручает, или как-то вот, значит, сейчас мы имеем такой опыт, видим, что надо было бы все же при всем при этом активизировать эту работу. Не так вот медленно, скажем, не так вот этим разрывом, а надо было бы активно давать им оружие. Если вы посылаете туда, скажем, свои войска, то давайте это оружие, давайте эти снаряды, давайте все, что можно делать в информационном плане, все, давайте помогайте. Давайте вот эти все, санкции, которые были выдвинуты против России, к примеру, скажем, да, или против тех стран, которые покупают у них эту продукцию, чтобы у России были деньги для того, чтобы вести войну. Почему? Оказывается, не все санкции, не все до конца было сделано, получается так. Да. Как же так? Оно должно было быть сделано еще год назад. То есть они хотят, чтобы эта война продлевалась, чтобы она шла еще год, два, три. Кому это выгодно? Вот встает вопрос такой. Разве Западу это выгодно? Или это выгодно, скажем, демократическим государствам, всем остальным тоже, вот, в том числе, я говорю, и восточным, там, Япония, другие, им это выгодно? Нет, конечно, не выгодно, а это выгодно только этим диктаторским режимам. Поэтому мы наблюдаем вот это вот движение, которое на Южном Кавказе, здесь вот, Азербайджан, Армения, здесь тоже вот процессы, Америка туда, пытается вот этот Зингадутский коридор, чтобы его как-то блокировать против Китая, чтобы они там не развивали, чтобы они оттуда не начали свою продукцию посылать на Запад и получать деньги, и Европу, и Африку. Они пытаются вот эти вот все возможные шансы, которые есть для того, чтобы решать эту проблему, они решаются теперь вот реально, мы видим, слабо решаются. Они должны решаться быстрее. Они, если бы, вот, допустим, напала бы, скажем, эта
страна, на какую-то страну, допустим, не дай бог, как говорится, на европейские страны, то они активизируются в 10 раз быстрее же, правильно? Но надо понимать, что сегодня эти страны, которые находятся, мы видим, что они уже пробуют это. И в Польше давно уже пробуют, и в других местах пробуют. То есть насколько действует и работает их оборона, они смотрят. Таким образом, как говорится, они по чуть-чуть осмелеют и начнут действовать. Вот они и это делают. А им сегодня вот и видно, что им и Китай, видно, что им и остальные эти государства, которые мы знаем, Шанхайского значит, собрания, что они готовы им давать деньги, готовы давать им оборудование, готовы им давать какие-то вот запчасти, которые нужны для производства их вооружений. В России круглые сутки идет, вот мы давно знаем, уже где-то год, а то и с лишним, круглосуточно идет создание своего вооружения, вот в современных условиях, там дроны, другие ракеты, они делают. А что делать вот Украине, у которой нет сегодня этих денег? Вот Украина-то защищает, как говорится, блокпост, который может быть, если пробить, то они пойдут дальше на запад и на юг, на Кавказ пойдут. Вот эти все страны, мне кажется, должны активно делать открыто или закрыто, или тайно делать все для того, чтобы Украина победила. И мы со своей стороны должны тоже делать эту работу, вести. Значит, разоблачать российскую вот эту информационную пропаганду, разоблачать их агентов влияния, которые работают здесь на Западе, а их здесь много, мы с вами видим. Они под видом того, что они являются, скажем, противниками Путина, или они являются, у нас якобы, они являются властью Чеченской Республики Ичкерия, они ведут работу, фактически ведут работу в пользу нынешней империи. Вот что мы видим. Поэтому здесь, мне кажется, что вот этот ход, который ты мне говоришь, что они вот так пробили, отбили, это хорошо. Но я думаю, что сейчас эти страны начинают понимать это, но и это недостаточно. Мне кажется, нужно отложить какие-то другие вопросы, любые, и дать отпор этой России, чтобы изгнать ее, чтобы она там не говорила, что она вот дайте мне восточные территории, дайте Днепропетровскую область, отдайте мне Крым. Какие могут быть разговоры, если вот такие вот позволительные разговоры вести, до чего это приведет? Да к тому, что по любой стране вот так они и дальше будут действовать. Это будет действовать и Китай, это будет действовать и Индия, это будет делать и, скажем, Иран, это будут и другие диктаторские режимы так себя вести. Вот что я думаю по этому вопросу. Спасибо, Аят. Спасибо. Эд Мамедов, Аят, как вы думаете, фашистская Российская Федерация в этот раз не отвертится, как это было в Ичкерии и Грузии и так далее? Я думаю, ФРФ конец близок. Как вы думаете? Я думаю, что это не похоже на то, что ему близок, потому что мы не видим активного движения, если даже и покупать это все вооружение, допустим, то из Америки или из других стран это оружие и снаряжение, и снаряды должны идти в Украину. Нужно организовать, чтобы туда пошли и, как говорится, пошли туда и добровольцы, количество, что было. Почему эти могут туда добровольцев направлять, скажем, даже не добровольцев, а специально Северная Корея или в том числе и Китай могут направлять туда солдат для того, чтобы захватить Украину. Или чтобы защищать нам территорию под предлогом того, защищать интересы, скажем, России. Если они 100 тысяч загнали, допустим, 10 тысяч, то эти 10 тысяч освобождаются в России для того, чтобы напасть на Украину. Так почему этих добровольцев здесь не набирают и не направляют работать для того, чтобы изгнать этого оккупанта? Это же благородная цель. Это нужно же для остальных, скажем, стран Запада. Они сидят, пока на них нападут. Вот в чем здесь ошибка с моей стороны. А то, что они планируют
скажем, Зангезурье и в других местах планируют, это на планирование, пока, а те этим временем, пока планируют все это, те этим временем движутся. Они же, вот посмотрите, у них здесь, в Украине, у них, у России преобладает количество вооружений, солдат. Главное, кто, какие бы ракеты ты не пускал, какие бы самолет не пускал, что такое, это пехотинец должен по земле пройти, захватить. А их нету. Поэтому Украине это не хватает. Если не хватает, надо этих людей набирать, надо им, как говорится, заинтересовать, чтобы они были. Если, скажем, Запад и демократическое общество хочет, значит, опровергнуть или опрокинуть эту империю для того, чтобы в перспективе развиваться в рамках современного международного права и справедливости. Мне так кажется. Мгм. Спасибо, спасибо, Аят. Совершенно верно. Я с вами согласен. Аят, вот вчера была информация на, опять же, по-моему, на Deutsche Welle о том, что на российских заводах либо уже сделаны, либо уже выпускают оружие без номерных знаков и переправляют итальянской мафии. И оттуда, видимо, уже продаются на черных рынках, там вооружаются разные банды. Дроны залетают на территорию Польши, Эстонии. Вот вчера, по-моему, залетел тоже. Самолеты баражируют, как вы говорили, проверяют, щупают. Да, И одновременно с этим готовится политическая платформа в разных странах, в том числе мы видим, тут в Германии такие подвижки в этом направлении есть. И, возможно, и во Франции у вас там тоже митинги, протесты, и все это складывается в одну такую интересную картину. Как вы считаете, опасность есть для Европы и эскалации, дестабилизации, терактам и всему остальному? да, я это понимаю, что здесь те вопросы, которые здесь народ может выходить и голосовать, допустим, или делать какие-то демонстрации против власти, так? Вот Мгм. здесь в любое время собирается, определяет там свои задачи, народ выходит, вот, принимает, скажем, парламент Франции какие-нибудь там законы по социальным и другим вопросам, пенсиям, другой. И народ выходит и начинает там, значит, протесты, и среди них, конечно, появляются какие-то там, ну, скажем, острые моменты, когда они начинают там бросать какие-то там камни или какие-нибудь Мгм. зажигательные смеси. Но это, как говорится, обычное явление здесь. А попробуйте сегодня это сделать в Китае или попробуйте это сегодня сделать в России. Он даже Да. не может написать там в каком-то, скажем, в своем Facebook или где-то что-то написать в интернете, так его на 10, на 12 лет тут же посадят. Понимаете, это разница в чем? И поэтому Россия, когда видит здесь вот это все происходит, они начинают там развивать такую пропаганду, там, что они все стали, все они говорят вот против, а вот так они себя ведут, посмотрите, какие они там, еще такое говорят. Но это дело внутреннее, именно Мгм. речь не идет внутренне, а по политике, которая сегодня производится со стороны Кремля, здесь народ очень плохо настроен против Кремля. Да. Очень плохо. Здесь они даже, вот те русские, которые здесь сейчас есть, вот здесь, когда выходишь, раньше там мы знали их, так, вот некоторые, так они даже по-русски разговаривать не хотят. Да. Боятся. Собственно, не то, что боятся, они понимают общественное мнение какое. Ну, это и в Германии там, вот видите, Да, да. уходят, там разговоры ведут, и все такое секое. А на самом деле, что получается, мы тоже видим. Там они уже не приемлют. Некоторые этих людей, которые так себя ведут, отсюда даже они пытаются, уже некоторых там какое-то количество людей из Германии и из других стран, их просто пытаются выслать именно те, которые поддерживают сегодня Россию. Так Да. идите в России там, а здесь, мол, не мутите. Но это так вот, поверхностная такая. А на самом деле здесь ведется очень такая продуманная вот эта операция, информационные вот эти вот деятели, под видом того, что они противники Путина, под видом того, что они хотят развалить Россию
или там это поднимает каких-то, выявляет каких-то там деятелей новых, которые якобы этого хотят. Но на самом деле мы сейчас не видим, чтобы эти деятели могли как-то вот, значит, сориентироваться таким образом, чтобы понимать действительно реальную ситуацию, не понимать. Нужно объединяться, а не объединяться с теми, кто сегодня являются, фактически является и проводит политику Кремля. Вот посмотрите, там они собираются, партийные деятели, как будто из Думы, и там они обсуждают разные вопросы, те или иные. И туда же, и, как говорится, и наши чеченские тоже туда идут, и там они тоже как выступают и говорят, и как будто мы не понимаем, с чем мы имеем дело. А вот некоторые наши деятели, некоторые заблудшие, а некоторые специально идут туда, понимая, где их место. Они там стыкуются между собой. Так что здесь вот такое дело, Аслан. Спасибо. Вопрос от Эда. Вопрос к Аяду. Как вы думаете, если бы Ичкерия помогли бы Ичкерии, так же, как Украине, как вы думаете, фашистская Российская Федерация смогла бы оккупировать Ичкерию? Разумеется, нет. Потому что Ичкерия четырежды изгоняла российские войска. Четырежды. В 91-м, 92-м, 94-м и 96-м году. И только лишь когда у нас не стало вообще ресурсов, когда весь мир против нас, они бы направили информационно во всех отношениях, верили, значит, Кремлю, и когда они в 2001 году, тогда, помните, взорвали вот эти башни, близнецы, и тогда, значит, Путин там ездил туда, мы за вами, давайте объединимся, и у нас тоже есть террористы, и против нас начали говорить. А на самом-то деле надо было посмотреть, что это такое. И если бы тогда там заглушить вот эту, как говорится, их позицию российскую, тогда бы она скрылась, и они не пошли бы и в Грузию не пошли бы, они не пошли бы, конечно, и в Украину, и сегодня этого не было. Нужно было тогда это вот так вот приструнить. Видимо, здесь вот есть такая вот, ну скажем, такое мнение, что действительно на это не обращали внимания. На Западе есть какие-то движения, политики, которые к этому достаточно так поверхностно относятся. Пока мы можем оттуда что-то вытянуть в экономическом плане или в личном плане, эти вопросы решались. Я знаю, что вот даже вот эти политики, которые были в Совете Европы или в других общественных организациях, когда мне приходилось с ними встречаться, мы видели, что они работают, некоторые из них работают в пользу Кремля. Открыто. И не так вот, не здравствуйте, а, видимо, получалось там, что у них это дело как бы было организовано. Вот что происходило. Поэтому я думаю, что нужно от этого отойти и действительно работать в направлении того, чтобы решать эту проблему. В целом, если мы не хотим, что вот так вот эти диктаторские режимы опровергнут вот ту основу, на которой держит сегодня современное международное право и справедливость. Ну, сейчас уже международное право, все говорят, уже его нету. Ну, конечно, не все говорят, но некоторые говорят, что международное право уже... Ну, они могут говорить, что его нету, но я скажу, что кроме этого другого тоже ничего нет. Совершенно верно. Поэтому давайте сейчас руководствоваться тем, что есть, так, и в то же время критиковать тех, которые от этого отходят, ведь от этого никто не отказался. Даже вот Трамп вот вчера, выступая в этом, в Лондоне, он даже про демократию сказал. Слово у него выскочило там про демократию. Да. Так что мы должны понимать, что здесь вот на это мы должны опираться. Да, верно. Аяд, я бы, с вашего позволения, хотел задать вам вопросы по поводу, вот вы публикуете у себя на странице Facebook разные там заявления Закаева, там высказывания. Если вы позволите, я бы хотел бы вам задать по этим несколько вопросов.
Первое, тут вы публикуете о том, что заявление от 2009 года, сегодня вы это опубликовали, мы не претендуем, заявление Закаева, Ахмеда Закаева, мы не претендуем на абсолютную или на частичную, на исключительную правоту нашей позиции. Мы понимаем, что выборы свободные в ЧРИ состоялись 12 лет назад, с 1994 года. На сегодняшний день мы, как правопреемники тогда просуществовавшего с 92 года существующей Конституции чеченской, правительства Чеченской Республики Ичкерия, вновь сформированные структуры, оккупационные структуры и те, кто не были вовлечены в какие-то, но это троеточие, но имеют свои взгляды на ситуацию, должны выработать единую концепцию, единую позицию. И в этом направлении задача номер один правительства, которым я руковожу, и заключается создавать или собрать в единую все эти направления, выработать одну единую позицию по так называемому отражению интересов чеченского народа и чеченской общественности. И в этом направлении мы работаем. Скажу откровенно, я говорю об этом в первый раз. Намечен ряд встреч, даже включая представителей Рамзана Кадырова в ближайшее время. Думаю, что в ближайшее время мы должны выработать эту единую формулу, позицию и предложить ее чеченскому народу. Радио «Свобода» 2009 года. Он с 2009 года заявляет, что он возглавляет правительство, и то, что он готов фактически разговаривать там, заключать какие-то договора с Рамзаном Кадыровым, то есть гауляйтером России, и что не претендует на абсолютную и исключительную правоту нашей позиции. Единственная известная мне принципиальная позиция, на которой стоит наша власть и стояла с первых дней наш народ, это суверенитет и независимость, статус Чеченской Республики Ичкерия. Вот о чем он говорит, и вот эти заявления, как их можно расценивать? Вот здесь то, что ты зачитал, это как раз демонстрирует то, чем они занимались с самого начала. Они это занимались в 2001 году, в 2002, 2003 году, а здесь и в 2009 году. Они вели вот это, сами себя назначали, они захватили после гибели Масхадова, они фактически захватили вот этот государственный сайт Чеченпресс, и там публиковали разного рода документы, которые не имели под собой никакой юридической силы, потому что эти документы никто не принимал. Эти документы принимал, скажем, Закаев и его окружение. Они самостоятельно этим занимались, потому что не было никаких оснований. Мы им говорили, что нужно действовать в рамках нашего государства, давайте вместе работать. Они вместе работать не хотели и занимались этой деятельностью, и никакого правительства, чтобы, если он создал какое-то мое правительство, которое он возглавляет, это, конечно, пустые разговоры, потому что никакого правительства у него там не было и не могло быть, потому что никаких оснований у него не было. И то, что он говорит, что мы там соберемся и будем говорить и марионетками, и общую линию выработаем, это говорит, что они прямо, это же известно, что именно вот эта команда, она говорила о том, что мы будем вместе с кадыровцами и марионетками вырабатывать единую, значит, линию для того, чтобы, значит, решить проблему чеченского народа. Какую единую линию можно выработать, имея в виду марионеток, а понимая, что это Кремль, с ними выработать единую политику. То есть это было отступничество от воли нашего народа, нашей Конституции. Это было предательство нашего, как говорится, народа и тех линий, которые преследовали, последовательно принимал наш народ. Вот что это было. Так что здесь очевидно, что у них не было, они не могут показать, где это было. Мы выставляем, мы говорим, вот такая-то ситуация, вот такой-то документ, или вот такая-то, это наша основа. А они открыто прямо против этого. Они действуют прямо против действующей нашей Конституции, которая принята в 1992 году.
действует против тех решений, которые приняты нашим парламентом в рамках этой Конституции и предыдущими президентами. Вот чем они занимаются. Вот что я могу сказать. Это есть отступничество, которое они потом уже перешли, после этого они перешли на линию того, что они отказались от Чеченской республики Ичкерия, они там и сейчас протектораты какие-то выдвигают, какие-то конфедерации народов Кавказа, все, чтобы отойти от этой линии. Если мы от этой линии отойдем, где мы окажемся? За бортом той линии, тех решений, которые приняты в рамках международного права. А для нас это очень важно. Нас пытаются сейчас так или иначе сбросить с этого, значит, с этой платформы, и для этого очень усердно работает Кремль и работают вот эти агентуры, которые здесь находятся на Западе. Вместе, конечно, российской вот этой всей внутренней, я имею в виду, кремлевской пропагандистской машиной. Спасибо, Аят. Мы видим очень сильные нападки, Аят, не только пытаясь создать параллельно законным, легитимным органам чеченской власти, параллельные органы власти, симулякры так называемые, также мы видим попытку, несмотря на то, что постоянно вы ведете работу на эту тему, как бы показать не правовую несостоятельность становления чеченского государства. И хотя практически в каждом стриме, даже если мы говорим на другие темы, вы всегда приходите к этой теме, всегда убедительно, с документами, с ссылками об этом рассказываете. Но вот сейчас, недавно Алла Пугачева сказала про Джохара Дудаева хорошие слова, про Аллу Дудаеву сказала, и просто началась какая-то непонятная истерия на России. Не знаю, искусственно это делается, это подстегивается этот интерес, либо просто они так сильно реально обижены, что Алла Борисовна так сказала. Ну вот даже Захарова начала говорить, что Джохар Дудаев, он там вверг свой народ куда-то, там еще что-то сделал и так далее, как бы пытаясь тем самым спрятаться за спиной Джохара и вас, Аят, и Аллы Дудаевой, и других ваших представителей власти, за те преступления, которые они совершили над нашим народом. То есть свои преступления взвалить на наше правительство, на наш народ и так далее. Можете об этом рассказать? Что происходит? Почему такая истерика и в чем они не правы? Дело в том, что сейчас идет вот эта информационная вот эта война, так? И здесь вот выступление Аллы Пугачевой, высказывания про Аллу Дудаеву, про Джохара Дудаева, нашего президента. Это действительно мы благодарны, и я благодарен, наши люди благодарны и за это. Но нам, как говорится, этого достаточно для того, чтобы сказать, и это поддерживает нашу линию в том отношении, что все же здравый смысл возобладает среди тех людей, которые были очень популярны в России и в Советском Союзе, так? И когда она об этом говорит, для нашей победы это как бы плюс. И поэтому Кремль здесь противодействует. И по каким причинам она это начала говорить? Это понятно. Она против того, чтобы несправедливость вот в этом мире существовала. Она против того, что Россия и Путин и его команда нападала на другие государства и народы, убивала людей. Она против этого, она это демонстрирует. Раз это так, для нас это, ну, мы можем сказать и только поблагодарить ее за это. А то, что было тогда прежде, в те годы, когда это все было, когда Новодворский и другие, значит, политики Украины, вернее, России выступали и говорили, их было, конечно, немного, но все равно были такие. В то время мы тоже ожидали, что больше будет этих людей. Но в то время не было. Ну, у каждого, кажется, свой, как говорится, точка отсчета. И, видимо, и тогда еще Алла Пугачева знала это, понимала и не могла ничего сказать.
Сейчас, раз это происходит, то это в пользу нас и в пользу украинской, значит, защите своего народа. То есть это мы должны только поддерживать. А Кремль и Захарова, и другие там, кто там, Соловьев, и другие, их это возмущает, они кричат, говорят, но ничего привести в ответ того, чтобы вот сказали там, Жахар Дудаев был там, послал террористы, бандиты. Но она откуда это знает? Ей сказали, скажи давай вот это. Вот она и знает, это не знает. Я помню, я был на встрече с делегацией, был в Москве, где-то в 98-м, кажется, году, и на НТВ там была встреча, и там была такая Сорокина. Когда я приводил вот пример, обосновывал, почему мы так себя ведем, что это есть, она пыталась меня прервать, не дать мне это сказать, понимаете, прямо вот говорил в эфир, она пыталась вот прервать, нет, это не так, возмущалась, даже тогда это было, а сейчас, конечно, когда весь мир вот так, может, увидел суть этой империи, о которой мы тогда говорили. Поэтому я и говорю, сейчас мы должны активизировать вот эту пропагандистскую работу, опровергать всю эту лживую, значит, пропаганду Кремля. И для Украины тоже было бы, значит, здесь вот, я так думаю, если они будут и больше, и дальше использовать вот этих людей, которые работали все время на Кремль у нас, в нашей стране, и мы знаем, что сейчас они работают, и мы все это знаем, а они пытаются их использовать. В конечном итоге завтра или послезавтра, когда это все скроется, когда это будет видно, тогда это будет не в пользу тех, которые сегодня их вот пускают на, скажем, на подиумы или там разных блогов или на каких-то там телевизионных, скажем, экранах, и они говорят там, как будто бы они являются защитниками нашего народа и Украины. На самом деле это не так. Многие в Украине, друзья, которых мы знаем, это понимают прекрасно, чем они занимаются, что они делают, какие они документы принимают, это все знают. То есть сегодня идет вот эта информационная война, она выдвигается на передний план. Поэтому наша работа в этом направлении, она важна для общей нашей победы. Аслан? Спасибо, Аят. Баркал. Аят, вот произошло трагическое событие в Соединенных Штатах Америки. Убит молодой политик Чарльз Кирк. И сразу же начали говорить, там, даже Трамп заявил, что это левые, там, правые, мусульмане. Натаньяху успел заявить еще там, высказаться и про мусульман, и про остальных. Ну, в итоге задержан человек, молодой человек, который подозревается в его убийстве, и как бы пока еще рано говорить, что он антитрампист или же он мусульманин. Ну, вот такая ситуация. Вот это событие, оно сейчас очень сильно затронуло Америку, и это событие как бы немного переворачивает сознание и американцев, и, соответственно, уже волнами вот это состояние переходит и на остальной мир. Как вы считаете, что это за событие такое? Это событие, которое будет иметь далеко идущие последствия, или на это, может быть, чуть-чуть успокоиться? Трамп вводит, как вы знаете, называет Антифа террористической организацией. Возможно, есть какие-то у него для этого основания, потому что много разведки разной работает в Америке, против Америки. И, может, с этим связано, но, с другой стороны, для Америки это как бы немыслимо, чтобы вот так за убеждения, за взгляды объявляли. Что происходит, Аят, как вы думаете? Ну, что здесь можно сказать? Здесь разные такие вот мнения высказываются, даже вплоть до того, что говорят, что этот Чарли Кирк, он был другом Трампа, якобы он ему даже пророчил в будущем будет президентом Америки.
и что якобы, что он был, в то же время он был и очень связан с президентом, премьер-министром Израиля Нетаньяху, и что якобы даже Нетаньяху через своих людей в Америке, в Конгрессе, через них как бы влиял, и тем самым Нетаньяху теперь выявилось. Но это один из точек зрения, которые здесь вот производят и выдают нам, что Да, они много сейчас об этом говорят. таким образом они давят на Трампа, что Нетаньяху, он чуть ли не больше влияния имеет в Соединенных Штатах Америки, и если вот вдруг этого Трампа вот так вот Нетаньяху сбил, убил или что-нибудь, вот это идет расследование. Но в целом это понятно, что напряжение есть в любой стране, и внутренней в Америке, и здесь на Западе разные роды вот эти вот дела могут твориться. Ну а сам этот Чарли Кирк, он был, ну, такой грамотный, успешный человек, который, ну, в целом как бы был близок к Трампу, поэтому его, мол, убили. Поэтому разные идут эти точки зрения. Сказать, что так или иначе, мы даже не можем сегодня сказать определенно, почему Кеннеди убили лет 40-50 назад. Видите, как это все скрывается. Так, мы не можем, потому что очень разные точки зрения. Но понятно, кому сегодня это выгодно. Кому? Вот это гибель этого человека. Кому? Мгм. Вот здесь надо и думать сейчас. Нам с вами трудно сказать, кому это выгодно, но, по крайней мере, сегодня это Трампу не было бы нужно, мне так кажется, так? Потому Понятно. что все, вот такая ситуация, Слан. Мгм. И вот в этом же контексте начинается вот раскручивание всей этой ситуации. И Шевченко такой профессиональный провокатор российский, который никогда не озвучивал своей позиции в нашу защиту ни во время первой русско-чеченской широкомасштабной, ни во время второй широкомасштабной, ни во время русско-грузинской войны, российской агрессии против Грузии, ни в Сирии, с автоматом там в Сирии бегал, с Прохановым там возле там, Да. разных надписей фотографировался. И то же самое касательно Украины. Он называет Украину самой виновной, что она вот захотела в НАТО, то есть Да, безопасность да. своего вектора развития захотела, и она в этом виновата. А сейчас он призывает Иран, Турцию и Египет объединяться против, причем против сатаны, так называемой, там, Америки, он прямо это и говорит. Трампа называет чертом, как, ну, как ведет себя, как черт, как дьявол, как вот из Писаний, видимо, он его путает с Путиным. Но Россию не призывает к войне против Израиля, хотя именно этих хамасовцев они вывозят туда, в Россию, к себе спасают после провокации 7 октября 2023 года. И десятилетиями они их спонсировали, координировали, зомбировали и все остальное. Просто об этом не вспоминают. Как вы считаете, Аят, может ли так быть, что сейчас Путин в обмен на то, чтобы ему не мешали заниматься Украиной, отдал и Иран, и сектор Газа, вот этих всех террористов, своих функционеров вывез в территорию, сдал, так сказать, потому что он поддержки он не оказывает, только вот Шевченко призывает других воевать против Америки и Израиля. Вот как вы считаете, Аят, это такой обмен, размен такой произошел, и к чему это все приведет? Установление вот Здесь этот Шевченко выступает, он вот так и скользко говорит, как будто бы порой он там как бы и поддерживает чеченцев, не чеченский народ и государство, так? И там где-то хвалит или где-то говорит, что они такие, сякие, хорошие, да, не все такие. То есть здесь создается такое тихое вот это поглаживание, как дитя, понимаете? да, И вот лезть. они, которые, в целом они ведут такую политику, да. Они будут, конечно, потому что Трамп сейчас повел политику, которую он говорит, что больше он, мол, мне Путин обманул. Я ему больше не могу доверять. Вот такое вот делает заявление, примерно такие заявления делает Трамп.
И в ответ на это сразу информационная вот эта вот контора Кремля начинает со всех телевизиона, радио и другие интернета против Трампа вот такая голосить. Вот и у них вот это вот все их организации, которые у них действуют сегодня и даже раньше, которые действовали, даже вот и члены мемориала, я как-то говорил, тоже они вот действовали таким образом, что высказывали мнение о том, что и Кремль, и федералы виноваты, и чеченцы виноваты. Лозунг был такой. Вот интересно, они напали на чеченцев, на Чеченскую республику, Чечня убивает наших людей, и чеченцы виноваты, что они защищаются. Они это говорили, я сидеть там вот здесь вот в Брюсселе, собирались эти деятели, говорили, вот мы это так хорошо работаем, а вот мы, в смысле, мемориалцы, они нам даже никакие власти, никакие нам награды не дают. Вот до того они дошли. То есть здесь в самой России сегодня могут действовать такие вот подставные, скажем, организации под любым названием, так? Или это мемориал, или общественные другие организации. Они действуют и здесь на Западе под видом того, что они выступают против действующей власти. Так что здесь нет никакого такого, скажем, значит, сложного вопроса, чтобы понять, что это связано вот с этими заявлениями, которые делает Запад и, в частности, и Трамп. Я так думаю. Спасибо, Аят. Тоже хотел задать вопрос. Вчера была конференция у английского премьер-министра и американского президента в Великобритании. И там, когда задали Стармеру вопрос, по-моему, по поводу, почему вы не признаете Палестину, когда Трамп находится в Великобритании, и ждете, пока он уедет, чтобы признать. Ну, потом вы говорите, признаете. Почему прямо сейчас при Трампе вы не признаете? Да, я помню это. И да, вот да. он тогда, Стармер сказал, что он не приемлет ни в какой форме Хамас, вот этих террористов. И у меня возникла мысль, что тогда, скорее всего, новая какая-нибудь администрация это может быть совместно, ну, точно американо-израильская лояльная эта администрация должна быть, чтобы она не представляла угрозу для Израиля. Потому что весь вот это началось, ведь первое с резни 7 октября, которая была устроена. И вот, как вы считаете, многие страны говорят, что они признают, будут ли признавать вот эти старые, вот эти хамасовские, террористические эти власти, даже которые у них являются какими-нибудь там невоенными крыльями, как они так это называют, либо как это все будет происходить? Либо это будет абсолютно новая администрация. Что здесь можно сказать, это то, что сейчас действия премьер-министра Израиля осуждается многими странами, потому что идет, как бы, значит, без разбору, гибнут дети, старики, женщины. Сама организация Хамас, она, конечно, это террористическая организация, и она была на стороне и есть на стороне, скажем, России и Кремля. Да. И то, что они там в Катаре оказались, оказывается, этих хамасов там и не было, вот такая информация. Они туда ударили, думая, что они там находятся. То есть везде, где это обозначено, где находится Катар, они туда бьют, чтобы их уничтожить. А что там будет и как? Вопрос в том, что вот есть вот такая личность там в Палестине, это Аббас, вот, который возглавляет. Вот Махмуд Аббас. Да, Махмуд Аббас. Он тоже открыто выступил против этого Хамаса, и они действуют там. Видимо, вопрос в том сейчас, что Израиль и Нетаньяху действуют очень жестоко, жестко. Они думают, что они могут сейчас полностью вот так вот обломить ситуацию для того, чтобы полностью решить вопрос наконец-то с этим Хамасом. Но для этого убивают и гибнут много людей.
особенно невинные дети, старики, то здесь вот начинается вот такая политика, она, в общем, через край идет. Поэтому остальной мир здесь не приемлет все это. Это, конечно, нехорошо. Надо бы как-то здесь разборчиво быть, но и разборчиво быть им не удается, потому что напряженная ситуация, и здесь что будет? Ну, мы знаем, что в ООНе этот вопрос поднимался, и больше половины там стран ООН, там более 150, там придерживаются принципа того, чтобы признать вот, палестинское государство. А в то же время здесь Израиль там, видимо, против этого. И пока, видимо, там разобраться надо в чем-то, и поэтому Трамп, конечно, не согласовал этот вопрос с Нетаньяху, не решился там отвечать. А вот пример Великобритании, он был четко определенно свою позицию сказал. Да. Вот так это было, да. Да, ну, вообще, мне понравилось выступление премьер-министра Великобритании. Да, говорил четко, по делу, и Да, его, конечно. видно, было очень беспокоит ситуация вот в Украине. На первом месте у него стояла Да. ситуация в Украине. И как вы считаете, хоть и такие мощные слова, и Трамп говорил, что мы навеки вместе, мы единый союз, Британия и США. Как вы считаете, будут они дальше помогать Украине, взаимодействовать, или же будут... Разумеется, что они будут помогать, они хотят помогать. И я вот сейчас уже до этого мы говорили, я сказал, что, видимо, этого по всей вот видимости, которая есть, этого пока что не в полной мере это для Украины, для того, чтобы ее изгнать, потому что оттуда ее подкармливают, этот Кремль, правильно? Вот поэтому здесь вот такая ситуация складывается, и Запад здесь должен приложить больше усилий и в материальном, и в военном плане, и в финансовом плане. Вот что здесь нужно. Конечно, и в информационном плане надо. Что здесь сказать еще больше? Практически здесь нет нечего, надо только вот усилить это. И пример Великобритании здесь четко свою позицию излагает. А как будет на деле, посмотрим. Посмотрим, что будет. Но, по крайней мере, Украина, как мы с вами знаем, сейчас активно действует и отбрасывает российские войска. Мы говорили об этом. И надеюсь, что и дальше это будет точно так же. И настанет тот момент, когда Украина освободит свою страну именно при помощи Запада и остального мира. Если остальной мир не будет подпитывать, скажем, Россию, покупая ее нефть, газ и другие, скажем, ресурсы, то, конечно, в этом случае будет трудно. России, чтобы она могла там держаться. Я это имею в виду. Спасибо, Айя, спасибо. Так, друзья, задавайте вопросы, пишите комментарии. У нас стрим идет на YouTube, на TikTok, как вы видите, и на официальной странице Президиума правительства ЧРИ, Telegram. Заходите, задавайте вопросы, друзья. Нет вопросов? Так, вопросов пока нет. Я хотел спросить вас... По чеченской тоже нет, по чеченской, да? Да, по чеченской, если есть, да, задавайте, друзья. Если есть вопросы. Ну, наши любят только смотреть и не участвовать. Такое положение. Ну, ничего, смотрите, тоже хорошо. Ситуация вот такая вот, они понимают, что настолько вот это такой хаос, с которым трудно разобраться. Наша задача вот рассказать, что это и с чем его едят, как бы, вот так, если можно сказать. Разложить по полочкам, постараться. Если вот будут вопросы, на них будем отвечать и говорить тоже. Пока что вот за последний где-то месяц вот особых таких вот изменений не происходит, кроме вот этих встреч, которые в Шанхае были, там в Лондоне, продвижение украинской
армии уже в сторону выдворения российских войск. Это все вот как бы такая ситуация, но все равно это в пользу того, что Украина здесь как бы еще сильнее укрепляется. Будем надеяться, что это будет и дальше. До конца года российская армия будет выкинута со стороны вообще со всей Украины. Так, я надеюсь, что это будет так. И только после этого, представьте себе, только после этого, в принципе, можно говорить о том, что Россия терпит поражение. А если этого не будет, это будет как бы, значит, замораженного конфликта. Как это было, помните, Западный Берлин, Северная Корея, там еще такой вот замораженный конфликт. Не хотелось бы, чтобы этот момент был. Если это будет, значит, это Россия в этой ситуации окажется в роли того, что они хотели это сделать, но якобы согласились. Но посмотрим, что будет. На самом деле решительность российских войск не настолько сильна, и они, как говорят, заводят себе разного рода людей из разных стран, ну, которым они платят, солдат, так, которые они берут. И теперь они уже не говорят, кого они берут даже, они не говорят уже. Они по России там все, кого можно, хватает, посылают воевать, и потом платят этим деньги, их матеря выступает, давайте ты, почему там не это, за тебя деньги не дали, мы должны здесь что-то купить, давай еще работай там, говорят, матеря некоторые. А раньше матеря к нам вот в Чечню приходили, и мы отдавали их детей и говорили, больше к нам не приходите. В общем, как-то вот изменилась ситуация с ведением этой войны сейчас. И я думаю, что этот способ, который они вот так вот выдвигают, вот, в России, берут они другие, скажем, из других стран солдат, почему бы это не сделать и со стороны, скажем, европейских стран, или это Украина, которая могла бы это делать. Но это им виднее, им понятнее, что им нужно, ситуация они знают лучше, но в целом мы видим, что происходит. Аслан. С Азербайджаном на Кавказе как будет ситуация? Есть угроза, что видно какие-то движения, какие-то их высказывания российских, имеется в виду пропагандистов, что они что-то готовят против Азербайджана. Они прессуют азербайджанцев внутри России, задерживают, подкидывают наркотики, там, ну, как было в отношении нас. Сейчас более такая неприметная эта акция, кампания идет, но вот все это осуществляется. Как вы считаете, будет какая-нибудь эскалация, чтобы против Азербайджана, чтобы вот этот Зангезурский коридор не заработал? Ну, эскалация там, мы видим, есть и сейчас. Они уже угрожают Азербайджану. Они говорят, что мы там вмиг, мол, вас, мол, чуть ли не раздаем. Соловьев там у себя там эти заявления делал. А Азербайджан, значит, тоже хватает или арестовывает их людей, их агентуру, которая есть в Азербайджане. Они же хорошо знают, кто там агенты, так? В ответ адекватно отвечает им. И ситуация вот так вот стоит. Но в то же время Россия, на мой взгляд, не посмеет или у них не хватит сегодня, значит, ресурсы или возможности пойти на этот удар по нескольким причинам. Во-первых, потому что Азербайджан как-то, значит, мы как видим, вооружен, у них вооружение есть с разных сторон, у него есть союзники, и главным образом это союзники Турция, Израиль и другие страны. Поэтому туда, мол, пока что они суваться не будут, насколько я понимаю. Так? Им главное этот вопрос это решить, по их мнению, это с Украиной. А с Украиной, если им дать это решить, тогда у них руки развяжутся, и они, конечно, захотят
сунуться туда тоже. Здесь нет сомнений. Мгм. Такая Спасибо. ситуация, Слава. Аят, вот смотрите, вот как видно это со стороны обычного наблюдателя. Россия разожгла 7 октября конфликт, можно уверенно об этом говорить. В Израиле 7 октября 2023 года, затем практически не справилась с той задачей, или, может быть, такая задача именно только и стояла. И сейчас Россия не заступается за сектор Газа, за хамасовцев, функционеров, координаторов, она вывозит там своих боевиков. А вот народ вот, за ту политическую силу, которая представляла как независимая территория сектора Газа или же полунезависимая, но об этом уже как бы Путин не вспоминает, Россия не вспоминает. Наоборот, призывают сейчас, тот же Максим Шевченко, о котором я говорил уже, призывает Иран, Турцию и Египет. Причем он это говорит, что нужно спасать монотеический мир и христианские, исламские и иудейские миры. Он говорит, это в Турции они там встречаются, говорят. Была встреча у них когда. И об этом он об этом призывает, говорит, что без войны не обойдется, но очень нужна вот эта такая война. Вот христиане, мусульмане, иудеи как бы на этой стороне, и вот какие-то там плохие сатанисты, как он их называет, американцы и евреи на другой стороне. И там же у них сидит в президиуме, где вот они общаются, за столом там сидит раввин, когда он это выступление говорит, говорит о том, что Иран точечно наносил удар по центрам каким-то принятия решения в Израиле, сидит вот этот раввин. А мы знаем, что там очень много наносилось ударов по мирным кварталам, по жилым кварталам Иран наносил в ответ на удары, которые наносил ему Израиль. И вот сейчас возможно ли так, что Путин самоотстранится, отдаст Иран на, так сказать, не вмешиваться, отдаст на откуп Израилю и Соединенным Штатам, Я и понял. потом присоединиться к борьбе вот вместе с Израилем и с Америкой в борьбе против Ирана. То есть не просто он отойдет, а наоборот к ним присоединиться. Как он это сделал, когда в 2001 году произошел теракт 11 сентября в США, и вот он со своими услугами, со своей помощью в борьбе с международным исламистским терроризмом он как бы ввязался. Как вы считаете, этот сценарий возможен? Асан, ты задал несколько вопросов. Да. Первый, почему Путин и они молчат про этот регион? Они молчат, потому что им невыгодно этот вопрос поднимать. Как говорится, вот этот огонь, который дровишки подбрасывают, им невыгодно. Они будут действовать только тайно. А то, что Шевченко и другие собираются там с этим религиозным эти вопросы поднимают, это как бы, значит, они хотят к этому вопросу подключить вот эти религиозные конфессии, и чтобы они начали что-то там вот против, скажем, Запада выставлять. И третье, если они, скажем, захотят от Ирана отказаться, то вряд ли Россия от этого откажется, потому что они дружат, потому что у них интересы едины, независимо от разных религий. Это доказывает о том, что эти религии, которые там исповедуют и в самой России, и в Иране, они играют второстепенную роль. Хотя она, значит, эта религия, они используют для сохранения власти и тех людей, верующих, чтобы сказать, что это власть от Всевышнего. Ширма обычная, Да. ширма. Только это, вот я так думаю, Аслан. Но этот сценарий, в принципе, невозможен, да, что вот будет... Но я так думаю, что пока это не в интересах, допустим, от них отказываться. С какой стати они будут отказываться? Они просто не будут этот вопрос поднимать, будут про это как бы другими ходами, вот как они делают сейчас, вот так пытаться это разжечь против Запада, когда там Запад вот такие вопросы против них поднимает, они там не прямо они не могут
Путин и другие, они не будут этот вопрос поднимать. Они Мгм. здесь тактически такие ходы делают. Так, Аслан. Спасибо, спасибо, Аят. Мгм. Ясно. Друзья, задавайте Нет вопросы. вопросов? Нет, Аят, пока не вижу. Ну, Так, если нет, так давай заканчивать. Чё ж теперь. вот Если у есть, тебя есть вопросы, давай. Если у тебя да, есть вопросы, есть вопрос от Азиза. Есть давай, давай. вопрос, он пишет. Азиз Давай. Азизов, что делать нам, мусульманам из бывших республик СССР, имеется в виду в Европе, как нам объединяться? Просто столько платформ, и каждая тянет одеяло сама на себя. Почему нет солидарности, говорит Азиз. Что нам делать? Нам, во-первых, надо понять, какую позицию мы занимаем. Мусульмане или христиане, или буддисты, какие бы ни были, надо понять, что нам необходимо. Вот разные, вы говорите, там, одеяло. Кто тянет на себя одеяло, и разобраться, кто есть кто. Вот в чем дело. Если разбираться с точки зрения религии, то здесь нужно смотреть о том, что у нас в нашей стране, в нашем государстве есть принцип свободы вероисповедания. Да, Если ставить вопрос о том, что, скажем, мы будем строить, пойдем домой и все такое, будем строить религиозное государство, то это вообще блеф. Потому что это нигде нет и не может быть. Религиозное государство не бывает, как не бывает, скажем, дом, ручки, скажем, кружки или что угодно. Только человек, это его мировоззрение, сам может быть верующим. А это здесь вот эти разговоры, не надо этому поддаваться. И те, которые хотят из религии сделать, скажем, военизированные значит, отряды для того, чтобы сказать, мы во имя Всевышнего идем, еще такое, это сейчас не работает. Только единственное, работает то, что ты веришь в Всевышнего или не веришь. Это твое дело личное. Ты отвечаешь перед да, всем сам. Другое дело, что как бы это там не было, и что бы то ни было, мы реальность, должны мы реальность смотреть, реально что. Вот посмотреть, что делают вот эти вот разные себе. Вот он задал такой вопрос, вот на себя одеяло натягивает. Ну так скажи, кто натягивает это дело, кто не натягивает. Мы здесь полностью объясняем, и как это есть, и почему это есть. Кого ты поддерживаешь, скажи, какая линия у тебя. Давай поговорим по этим вопросам. Мы готовы отвечать тебе на любой вопрос, который ты задашь. И с точки зрения, конечно, интересов нашего народа, и с точки зрения справедливости. А говорит о том, что есть, скажем, межконфессиональные или какие-то другие народные там столкновения, войны организовывают только власти. Власти, которые стоят во главе, скажем, это государство, только они начинают войны с их командой. А чтобы народ там проголосовал и пошел, нам нужно захватить то, и этого нигде нет и не бывает. Поэтому мы можем говорить о том, что когда на нас нападает, мы имеем право защищаться. И у нас и бывают религиозные лозунги для того, чтобы изгнать джихад, чтобы изгнать этого врага со своей территории. В то же время, когда у нас есть принцип принятия нашего декларации, это референдум наш народ, вот сказано, что в рамках современного международного права мы будем жить и сосуществовать мирно с соседними народами. То есть из этого, ну, вот что нам нужно делать. Вопрос задавать, вот вопрос задал, я отвечаю на этот вопрос. Именно так надо придерживаться. И не надо думать там какие-то эмоции, чтобы там были, которые не дают тебе решения. Эмоции не нужны, никакие эмоции. Давайте религиозно государство можем пойти построить там, вот как говорят наши некоторые деятели здесь. В том числе и Закаев также на этой платформе находится. А вы знаете об этом или нет? Если не знаете, значит, давайте выходите на наши сайты, задавайте здесь вопросы, где это и как это, скажите, спросите, мы можем показать.
выставить это все. Это есть. И есть и другие деятели, которые здесь изображают из себя властью нашего народа, хотя никакое отношение не имеют к нашему. Так этим людям нельзя позволять говорить об этом, и нельзя, чтобы эти люди несли, скажем, знамя нашего народа, которое было поднято в 90-м году, когда прошел общенациональный съезд чеченского народа. А если кто это задал вопрос, Азиз, да, а если ты об этих вещах не знаешь, то значит ты находишься в заблуждении. Если, допустим, другие люди в заблуждении находятся, и если ты будешь аргументированно говорить, мы готовы поговорить с тобой. Вот и все. Аслан. Да, совершенно верно. Азиз, мы именно для этого проводим стримы, проводим разъяснения, приглашаем вас задавать вопросы, Да? принимать участие в Пожалуйста, любой вопрос, который вы зададите по этой линии, по этой теме, то есть если вы хотите действительно понять, а не общая формулировка, в чем дело и как, пожалуйста, подготовьте эти вопросы, выставите сюда или напишите. Мы полностью разложим вам и скажем, вот это так, это так, это так. Если это вас не устраивает, аргументируйте свои мнения, обратное скажите. Давайте поговорим, только так можно все это решать. Сегодня одно ясно, что реально мы видим, что происходит. Посмотрите, что происходит в этой международной политике. Весь мир как бы находится в хаосном состоянии. Не только у нас. А нам нужно знать в этом состоянии, какое место будет у нас. Мы будем уничтожены, мы исчезнем, или у нас государство будет вообще, как говорится, размято, и нас всех там, как это русские хотят, чтобы там началась какая-то буча у нас там, и чтобы потом забросать нас ракетами, бомбами, а потом всех выслать вдоль до Дальнего Востока. У них эти планы есть. Об этом говорил Джохар Дудаев, он показывал, сидел, вот документы, вот то-то. Я видел эти документы, где у них это все заложено. Мы этого хотим. Или хотим вот где-то каким-то людям, которые здесь вот такую-то работу ведут на Западе, если вы придерживаете их, посмотрите, чем они занимаются. Эти люди, о которых мы говорим и называем, они занимаются фактически в пользу Кремля их действий. В пользу Кремля. То есть в пользу того, чтобы убить тебя, меня, наших детей и наши потомки, чтобы нас изгнать из этой нашей многотысячной проживаем нашей Родины. Вот об этом надо думать. Поэтому сегодня для нас очень важно вопрос, который решается в боях в Украине. Об этом говорят и кавказские руководители, кавказские народы тоже считают это так. Поэтому на этой платформе должны находиться, Азиз. Все, Аслан. Спасибо, Аят. Совершенно верно. Азиз хочет путь Джохара Дудаева, быть на пути Джохара Значит, Дудаева. наш путь, мы об этом говорим. Если хочет, то не надо заблуждению вот этого поддаваться. Но он И тогда Закаеву, он нас считает, будет что больше. Закаев, Еще один, Не он понял. считает, что Закаев находится на этом пути. Если он считает, то как же он тогда, если он находится на этом пути, обоснуйте, с какой точки зрения, на какое основание он это стал. Можете? Вот я вам говорю, что в 2001 году, в 2002 году, в 2003 году в Лихтенштейне, в Женеве, в Он отказывался от Копенгагене. этого пути. Он отказывался от этого пути, Джохара Дудаева. Немножко, подожди. Везде они принимали документы, в котором они говорят, что мы являемся частью России. И как он может находиться на этом пути? В своих интервью, которые он давал России, тоже об этом говорит. В 2007 году тоже. И почему он находится на этом пути, тогда ответь здесь. Наоборот, он говорит, с одной стороны, мы так, он лавировать пытается, они это пытаются, он или других, кто бы ни был, этот путь не наш. Этот путь не путь, который обозначил и первый президент Джохар Дудаев,
А главное, что кто это обозначил наш народ в 90-м году, 25 ноября 90-го года, а потом их по Конституции. Их действия антиконституционны. Их действию противоречит существованию нашего государства. Вот что я тебе скажу, Азиз. Если это не так, опровергни это нам. Спасибо, Аят. Мы уже 1,5 часа в эфире. Предлагаю сегодняшний наш стрим закончить на этой Хорошо. интересной ноте. Спасибо вам, Аят. Спасибо всем, кто принимал участие. Азиз, и вам, и всем остальным. Да, спасибо тоже. Баркал Дересуль Масарна. Ладуар Чарна Масарна. Баркал Дересуль, Адикюр Маш Оль. До свидания. Адикюр Масарна. До свидания.